А тем временем, в связи с закрытием автозимника Якутск-Нижний Бестях, перевозом пассажиров займутся воздушные подушки. Как будет построен маршрут и какие расценки в этом году установят для пассажиров, расскажет Дмитрий Тымыров. Воздушные подушки будут работать уже с 15 апреля. Официальной перевозкой пассажиров будет заниматься общество с ограниченной ответственностью «Лена Транс». Стоимость проезда у них будет составлять 1000 рублей. Они будут работать с 8 часов утра до 19 вечера по мере заполнения. Сегодня руководство организации вместе с капитанами судов провели тестовый запуск. Для того, чтобы быть уверенными в дороге, в технике, проверка. Содержать такую технику в исправном состоянии задача непростая. За один сезон техника может прийти в негодность. Работа зависит от множества факторов. Износ ходовой части, износ узлов, агрегатов. То есть, это все техника, она, понимаете, мы не можем предвидеть, когда данная железячка сломается какая-то. Это бывает от мелочи до серьезных поломок. Первые суда на воздушных подушках начнут курсировать из 202-го микрорайона уже в эти выходные. В первое время курсировать будут 2-3 судна. После, по мере надобности, количество увеличится. Остается надеяться, что в этом году цены на проезд кусаться не будут. Если будет примерно 1500 рублей, то хорошо. В прошлом году цены достигали до 2000 рублей. Надеемся, что и в этом году цены не будут выше 1500 рублей. До 20-х чисел апреля все ледовые переправы по республике закроются. Столичные, возможно, уже в эти выходные. Хатас-Сапауловск комиссия должна выехать 16 апреля по Якутску, Нижний Бестях, по ледовой переправе. Это эксплуатирует у нас федеральное учреждение Вилюй. У них планируется выезд 15 апреля. Поэтому вот в эти сроки, исходя из толщины льда и так далее, будет принято решение, комиссионное решение по закрытию ледовых переправ. На этих участках уже со следующей недели будут круглосуточно дежурить инспекторы ГАИ, чтобы во время межсезонья водители не подвергали себя и своих пассажиров опасности. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск.